кулуарах делегаты могли познакомиться с особенностями народного творчества, сфотографироваться с коми-охотниками, полистать книги на национальных языках финно-угорской группы. Ну и самое главное – почувствовать себя единой семьей, несмотря на огромные расстояния. Наши коми, которые живут за Ямалом, сейчас все вместе с вами, потому что мы, субботническая группа Коми Заряд, себя чувствуем, что наши предки именно выходцы с ваших территорий. И это нас вдвойне радует. Но у нас есть какие-то свои проблемы, мы свои проблемы можем высказать, а сегодня мы общаемся и знакомимся друг с другом и думаем, что если вот такое общение теплое будет продолжаться, значит, коми, наши коми и все финно-угры будут жить и в 22 веке. По традиции, все выступления представителей разных народностей финно-угров велись на их родных языках. И несмотря на это, по мнению делегатов, такие встречи все-таки позволяют наладить контакты между родственными народами. Например, представитель крымского эстонского общества передала от имени своих земляков приглашение всем представителям финно-угорских народов посетить Республику Крым. Моя поездка на этот конгресс и связана с тем, чтобы пригласить и жителей Коми республики, и всех финно-угорских народов к нам в Крым. Но не только на отдых, а чтобы услышать и финно-угорскую культуру. Приезжайте к нам, пойте свои песни, рассказывайте свои стихотворения. Мы очень рады будем вам предоставить культурные площадки для этого. Мы хотим знать эту культуру, мы хотим интегрироваться в финно-угорскую культуру Российской Федерации, побольше узнать в этом направлении.